Аномальная жара, лесные пожары и длительное задымление могут негативно сказаться не только на урожае, но и уменьшить количество даров леса. Как задымление влияет на лесные культуры, стоит ли в этом году собирать грибы и ягоды, об этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем. Константин Кривошапкин, временно исполняющий обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета. Доброе утро. Доброе утро. Константин Константинович, ну вот грибники, ягодники уже готовятся, уже вооружились корзинками, готовы идти в лес. Однако вот лесные пожары, жара, вот, засуха. Стоит ли ждать урожая богатого в этом году? На растения в первую очередь влияет, конечно же, экологические условия, на урожайность растений. Это наличие влаги, наличие различных питательных веществ в почве, да, также наличие солнечного света. И вот когда у нас были пожары, вот дым препятствовал проникновению солнечных лучей, что, конечно же, неблагополучно отражается на такой процесс, который называется фотосинтез. Без лучей солнца фотосинтез не происходит, да, или же происходит очень слабо. Поэтому урожай будет, конечно же, очень низкий. И надо сказать, что почки, которые генеративные или же которые относятся к цветкам, плодам, они закладываются за год. Значит, на урожай следующего года повлияет именно этот сезон, когда закладываются эти почки. Ну, соответственно, а вообще, как растения вот задымленность переносят? Задымленность растения могут переносить достаточно плохо. Если сильная задымленность, это нехватка и солнечных лучей, да, и определенной степени кислорода, когда ночью процесс у нас обратный. А разве не сами растения должны вырабатывать тот самый фотосинтез? Да, когда есть солнечный свет, из углекислого газа, да, из воды растения благодаря фотосинтезу хлорофиллу вырабатывают кислород и крахмал. Да? Но когда вот у нас отсутствует солнечный свет, происходит обратный эффект, когда уже растения поглощают уже кислород, да, и выделяют. Это очень сложный процесс физиологии растений. И ночью, например, растения не выделяют кислород, а ночью, наоборот, поглощают кислород. Так ведь? И вот когда при горении органических веществ того же леса уничтожается огромное количество кислорода, да? Огонь же вспыхивает, когда есть кислород. Огонь так тоже ведь, да? дает кислород. Да, огонь уничтожает кислород. И, соответственно, для экосистемы, для людей, для природы отсутствие кислорода может повлиять очень серьезно, в том числе и даже на необратимые процессы. Ну, вот известно, что грибы, они имеют свойство именно накапливать те самые вредные вещества, особенно после длительных пожаров. Вообще, стоит ли в этом году идти по грибы и ягоды? Грибы относятся ни к растениям, ни к животным. Раньше думали, что грибы – это растения, и относили к царству растений, то грибы сейчас выделили в отдельное царство, да, и они даже ближе по типу питания и по типу обмена веществ, ближе даже к животным. Грибы? Грибы, они питаются как животные, да, обмен веществ, да, и практически так же спорами. Есть у них и бесполое размножение, и половое размножение, да, и вот то, что основная масса грибов называется мицелий. Это такие белые нити, которые находятся в почве или в деревьях, если это дереворазрушающие грибы, да, и мы видим только плодовые тела, которые употребляем в пищу, да, и то, что вот накапливают грибы какие-то вещества, это да, но немного, в отличие от лишайников и мхов. Но плодовые тела грибов могут иногда накапливать некоторые вредные вещества. Да? Но мне кажется, здесь вот пожары, да, они влияют в первую очередь тем, что уничтожают мицелий, основную часть гриба, которая находится в почве. Соответственно, без мицелия плодовые тела не образуются. Да. И без влаги тоже не образуются ни мицелий, ни плодовые тела. Ну и, соответственно, я думаю, что в местах, где произошел пожар, к сожалению, урожая грибов не будет. А что касается ягод? Так, ягоды, вот когда мы были на тушении пожара, видели, какие хорошие ягодники сгорают. Ягодники брусники, ягодники голубики и других наших ягодных растений, да, они поголовно уничтожаются и восстанавливаются тоже очень медленно. Почему? Потому что в корнях этих наших
ягод, например, тоже брусники, да, образуются так называемые кориза или микориза. Это сообщество с гифами грибов. Соответственно, когда имеются эти гифы грибов, то ягодные растения, они хорошо себя чувствуют, впитывают влагу, минеральные вещества, да, и если опять-таки этих грибов нету, если нету соответствующей почвы, то эти ягоды опять-таки не будут размножаться, развиваться, распространяться, и в целом, конечно же, урожая не будет. Да, все. Вообще пожары, очень- надо сказать, очень сильно меняют экосистему, ландшафт. Почему? Потому что уничтожается поверхностный слой почвы, деревья, которые удерживают солнечный свет, да, и солнечный свет, когда хороший лес не проникает на почвенный покров. Подушка такая Да, создается. и температура, вот, которая имеется на вечной мерзлоте или многолетней мерзлоте, она сохраняется. При отсутствии леса вечная мерзлота или многолетняя мерзлота начинает таять. Вот это катастрофическое, ну, скажем так, последствия могут быть для вообще планетарного масштаба, потому что при таянии вечно мерзлых грунтов или вечной мерзлоты начинает выделяться метан. Метан – это такой газ, который не поглощается растениями, в отличие от углекислого газа, да, и имеет очень сильный парниковый эффект. Соответственно, температура на этой поверхности будет повышаться, и таяние вечной мерзлоты будет усиливаться. И, соответственно, вот лесовосстановительные работы имеют очень важное значение, о чем сказал наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев. И наша республика в первую очередь должна заниматься вот восстановлением лесов. Или содействием естественному лесовосстановлению, или же искусственным лесовосстановлением благодаря сеянцам с открытой корневой системой или закрытой корневой системой. Ну, что И касается пожаров... Чем больше узнаешь о пожарах Да, тем от страшнее специалистов, тем становится. страшнее Вообще становится. сама история возникновения пожаров, она не всегда может зависеть от человека. Это может быть и какие-то торфяники, засухи. А вот что же касается именно конкретно действий человеческих. То есть давайте поговорим по поводу травки шелкопряда. Так, сибирский шелкопряд, это относится к чешуекрылым, это бабочка на самом-то деле, да, это достаточно крупная бабочка. И гусеницы этой бабочки, да, они вот питаются хвоей, лиственница. Лиственница даурская, сибирская, и даже может перейти на сосну, на ель, да, и уничтожать хвою. И, соответственно, деревья, которые поражаются 2-3 раза этим шелкопрядом, да, они могут полностью умереть. И, соответственно, вот это условие проникновения солнечных лучей на землю усиливается. Без хвои и без, ну, скажем, леса. И мертвый лес усиливает опять-таки проникновение, да, проникновение солнечных лучей, и увеличивается таяние вечной мерзлоты. И, соответственно, вот в конце 90-х, в начале 2000-х годов у нас был массовое поражение лесов с шелкопрядом. И в этом году опять очаги в Намском улусе, Хангаласском улусе, Тампонском улусе уже наблюдаем, да, и, соответственно, лес может умереть. И, соответственно, вечная мерзлота тает, и образуются уже или же влажные места, или же болотистые места, и, соответственно, выделяется метан, да, и меняется ландшафт. И вообще природа и климат. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Теперь нам всем есть о чем задуматься. И вот последний вопрос. Константин Константинович, как вы относитесь к яблокам? К яблокам? Замечательно. Мы хотим Я вас очень угостить, люблю потому яблоки, что да. сегодня, 19 августа, мы Яблочный отмечаем спас. яблочный спас. Поэтому Спасибо. угощайтесь, и пускай ваше настроение Да, будет хорошим. спасибо большое. Выбирайте самое красивое и загадывайте желание. Так, Спасибо. надо отметить, что на территории Арктического государственного агротехнологического университета имеется единственный яблоневый сад, который замечательно цветет. Так, и самый лучший яблоневый сад у нас в Якутске, и в Якутии даже, и ежегодно цветет и плодоносит. Ну, конечно же, плоды небольшие, но тоже съедобные. Да, я знаю, я пробовал эти плоды. Но- Спасибо большое. Ну что ж, вот еще раз напоминаем, яблочный спас. Мы поздравляем всех телезрителей с этим праздником.